Проводя проверку мелких розничных магазинов республики, сотрудники Госстандарта обнаружили просроченные продукты питания, которые поставлялись в эти магазины с различных оптовых складов. В частности, замороженная рыба семга, которую уже после истекшего срока годности оптовая база «Контиопт» по заниженной цене продавала в эти самые магазины. Заручившись поддержкой МВД республики, сотрудники Госстандарта посетили базу в поселке Бзыб. И там обнаружили тонны просроченных продуктов, скрытых от глаз посторонних в огромных морозильных контейнерах. Прихода инспекции на базе явно не ожидали. Видимо, от того не только показали всю просрочку, но и не успели избавиться от ненужных документов. Даты упакованной замороженной семги гласят, срок истек более 2 месяцев назад. И в большинстве своем рыба так и осталась нетронутой. Но не вся. Например, эта часть продукции, кое-как заброшенная в холодильник, четко демонстрирует. Товарный вид нарушен, и рыба уже не раз покидала пределы морозильной камеры. В этих коробках вот такая просрочка. Это семга. Видите, по внешнему виду и не скажешь. Одновременно с изучением содержимого морозильных камер проверка шла и в главном офисе «Контиопт». Всю документацию сотрудники ОБЭП МВД изучали очень пристально. В первую очередь они искали доказательства того, что обнаруженная в магазинах просрочка принадлежит именно «Контиопт». Все накладные были найдены, и они подтверждали главный факт. «Контиопт», несмотря на все заверения, продавал в мелкие торговые точки просроченную продукцию по заниженной цене. Сегодня у нас проводят проверку сотрудники Госнадзора, да, и ОБЭП. Якобы поступила им информация, что со склада реализуется продукция с просроченным сроком. Это касается семги конкретно и мороженого. По поводу мороженого и семги могу сказать следующее. Составлены акты на списание. Вся продукция хранится под пломбой. И что она, реализация она не подлежит. В программе все это видно, что реализация по этим видам товаров не производилась. Это все информация абсолютно открытая. Частично мы вывезли мороженое в субботу для утилизации на городской свалке. Загрузили в машину водителя трапезонян, посадили мы туда 2 грузчиков, и они поехали на свалку, чтобы утилизировать мороженое. Водитель вернулся, потому что на свалке не было бульдозера, чтобы товар не растащили жители, и он не попал ни в какой магазин, никому на стол, ни детям, ни взрослым, абсолютно никому из жителей нашей уважаемой Абхазии, дорогой. Поэтому товар привезли назад. Товар стоял здесь, и только во вторник, по-моему, его отвезли и утилизировали. Сейчас у нас часть мороженого лежит на складе с табличками на списание. Акты те же самые есть. Просто часть мороженого мы не можем утилизировать из-за того, что у нас есть информация, что бульдозера на свалке нет. Товар должен быть утилизирован и бульдозером укатан в грунт, скажем так. Семга у нас реализации не подлежит. Я еще раз повторяю, вся эта информация есть у нас. Все в системе 1С. Любой сотрудник из проверяющих может посмотреть. Реализации по этому товару нет, не производится. В подтверждение своих слов начальник отдела хранения демонстрирует вот такие листы формата А4 с надписью «Товар на списание». На просроченном мороженом и правда такие листы есть. А вот просроченная семга и баранина обзаводятся надписью лишь в нашем присутствии. Специалисты объясняют, сама надпись ничего не значит, так как просроченный товар должен быть утилизирован специальным образом, а не храниться в морозильных камерах Контиопта. Чего только на складе нет. Просроченные соки, йогурты, ряженка, сметана, творог, молоко – все это хранится в отдельной комнате. Товар в этой комнате, по словам сотрудников Контиопт, на списание. Об этом становится известно вот путем вот таких вот листов формата А4.
свеженьких, чистеньких, на которых написано «Товар на списание». Как раз в эти минуты сотрудники госстандарта, УБЭП проверяют, насколько все, что здесь написано, соответствует документации. Помимо рыбы, проверяющие обнаружили мясо и мороженое, у которого уже давно истек срок годности. Также в морозильниках хранилась смесь, некогда называвшаяся вырезкой. Вот в таких очень приятных, красивых коробочках с только иностранными надписями, произведено в Австралии, говорят, прячется просроченная баранина. В ходе плановых проверок Госстандарта Республики Абхазия отделом потребительского надзора в розничной сети торговых объектов, реализующих продуктов питания, были выявлены факты поставки просроченных продуктов питания оптовыми поставщиками. Одним из них является ООО «Контиопт». На момент проверки на складе ООО «Контиопт» находились с истекшим сроком годности баранина, рыба замороженная, семга, мороженое. По имеющимся у нас накладным, рыба семга с истекшим сроком годности реализовывалась индивидуальным предпринимателем. Эксперты говорят, это четко построенный бизнес по очень простой схеме. Оптовики в первую очередь избавляются от того, что быстрее всего теряет товарный вид. Дальше на очереди мясо. Все, что не продали, что в буквальном смысле завалялось, отправляют по сниженной цене частникам. Мы сделали вывод какой? Мы посылали проверки по мелкооптовым торговым точкам, по торговым точкам. Но абсолютно особого результата мы не увидели. Я, как руководитель, проанализировал и сделал вывод, что все-таки с больших складов идут проблемы. Для себя сделал такой вывод. Потому что очень многие сегодня мелкие оптовики и в розничных торговых точках, они обслуживаются у нас на территории Абхазии в больших складах. Это как, допустим, тот же Контиопт, это Север, это другие объекты. Информацию тоже собирали долго, для того, чтобы это не говорит о том, что мы предвзято относимся к какому-то объекту. Абсолютно нет. Мы хотим, чтобы та среда, которая сегодня существует, конкурентная среда, она должна быть здоровая. И кто-то не должен сегодня на здоровье граждан наших и туристов спекулировать. Нельзя этого делать. 3-6 месяцев просрочки никак не влияют на замороженные продукты, говорят некоторые. Другие же более категоричны. Срок годности определяется для того, чтобы не нанести вред. Попросту говоря, не отравить людей. На территории Абхазии еще сразу после войны, по-моему, был принят документ, по которому на всей территории Абхазии введены были в действие тогда еще действовавшие на территории остальной России советские ГОСТы, плюс российские ГОСТы, которые разрабатываются уже и разрабатываются с тех пор на продукцию, плюс ГОСТы тех стран, чья продукция к нам приходит по импорту. Вот в ГОСТе, почему там почти на все виды рыб разный срок хранения. Не бывает такое 2 года или год. Есть 6 месяцев, есть 5 месяцев, 3 месяца мороженую рыбу нельзя больше хранить. Потому что окисленный рыбий жир является канцерогеном. И это не шутки, мы серьезно рискуем. Поэтому лучше после окончания срока годности утилизировать и уничтожать. Не надо рисковать, потому что появились то, что вы говорите, что можно провести повторные анализы, там все это ерунда. Даже в повторных анализах, даже если они нормальные, это еще ничего не значит. Срок хранения четко определен законом. Все, что я говорю сейчас, это регламентируется ГОСТами. Там все написано. На нашей территории Абхазии все эти ГОСТы действуют. Нарушение их карается законом. Специалисты говорят, если просрочка все еще лежит в морозильных камерах, да еще и в большом количестве, это умысел. День-два не нанесут вред здоровью потребителя. Но у некоторых продуктов, обнаруженных на базе Контиопт, срок годности истек аж в декабре прошлого года. Что вообще происходит с момента гибели организма любого, в том числе и человеческого? Начинаются автолитические процессы. Первое, это ферментация. Дальше вступает уже кишечная микрофлора, которая добивает
Иначе вот это называется автолиз. Автолиз белков, самораспад. В чем опасность вот этого автолитических процессов? Если в каком-то моменте мы упустим что-то, то там возникают яды, трупные яды, так называемый кадаверин. Это один из мощнейших парализаторов. Все вы знаете, да, очень много больных, да, раковых. Постоянно мы слышим, нет, по-моему, семьи, у кого кто-то не заболел. Я имею полное право предположить, что это из-за продуктов питания, которые мы едим, в том числе и просроченных. Есть хоть одна организация, которая может мне доказать, что я не прав. Мы разве проводили исследования на здоровье людей, мы проверяли, мы же разве что-нибудь за эти 25 лет делали? Но когда-то же надо начать делать. Начнем с того, что запретим продавать просроченную продукцию, сохраним хоть здоровье наших детей. Просроченная продукция может возникнуть и у добросовестных продавцов, и добросовестных, всякое бывает, да? Не просчитал, не рассчитал. Есть мировой опыт. Везде, собственно говоря, как происходит, и в России в том числе. За какое-то определенное время до окончания срока годности отдельная лавка, прилавок, где она продается по уцененной цене. Во многих странах даже после окончания срока годности какое-то несколько дней бесплатно отдают малоимущим, потому что там она на второй день сразу же не убивает она, но не более. Это единственное, что можно в условиях сделать. А остальное все регламентируется законом. Она подлежит утилизации и уничтожению. Все. Недавно просроченные молочные изделия, несколько видов мороженого с базы Контиопт утилизировали. А дело о просрочке для дальнейшего расследования передадут в Генеральную прокуратуру Абхазии. В данной ситуации мы увидели, что на рынке торгуют много рыбы бывает, много мяса бывает, мороженого. Я поставил такую задачу: посмотрите, все-таки объемы большие продаются, как они торгуют, как срок годности, срок хранения, они правильные, по ГОСТу все делается или нет. В Гаграх, в Бзыбе, поселке Бзыбе есть торговые точки, где очень много продается мяса и рыбы. Это торговый объект, как Кристалл, например. Вот туда тоже были посланы наши специалисты, и там был обнаружен с истечением срока годности тонна 18 килограмм рыбы. Ну, затем мы паузу сделали, выяснили, откуда, чего, как. Я могу сказать следующее. 17 февраля заканчивается срок, то, что мы обнаружили там, срок годности, а 21-го почему-то поступило туда, в этот магазин, с Контиопт товар. Именно то, который мы обнаружили. Просрочка обнаружена, документация очень неправильно ведется, но это идет уже процесс и дальше продолжается, работает БЭП. Сегодня у нас совещание было в кабинете министров по этому поводу. Дано поручение Генеральной прокуратуры, которая будет подтягиваться к этому делу. И мы сейчас готовим материалы для того, чтобы отправить докладное письмо премьер-министру, и затем материалы тоже будем передавать в Генеральную прокуратуру. Скандал вокруг крупной оптовой базы, являющейся главным поставщиком продуктов в Абхазии, начал разворачиваться в середине марта. Оказалось, что на ее складе, расположенном в поселке Бзыб, хранятся десятки тонн продуктов с просроченным сроком годности. Совместная операция правоохранителей и Госстандарта дала внушительные результаты, о которых было доложено президенту Абхазии. В ходе проверки удалось обнаружить более 20 тонн просрочки. Это мясо, рыба, грибы опята и молочные изделия на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. По закону о правах потребителя четко написано, если рыба или другие продукты питания срок годности просрочен, его нельзя уже на прилавке, чтобы оно попадало. Это его использовать запрещается. То есть точка, больше ничего нету. И в положении тоже у нас это есть. Поэтому дальнейшая наша задача отслеживать. Дело в том, что, поймите,
Еще есть проблема другая. То, что мы обнаружили, это срок годности истек уже. Но есть большое количество, еще осталось, которые срок годности до конца апреля заканчивается. Есть до конца мая заканчивается. Мы сейчас будем думать, как отслеживать эти моменты тоже. В дальнейшем мы работу свою хотим еще усилить. Мы хотим, чтобы не только наши граждане, но и те туристы, которые к нам приезжают, с мая месяца уже начинается туристический сезон, мы бы хотели, чтобы в разы улучшить качество потребляемой продукции, продуктов питания. И я думаю, что с этой задачей мы уже справляемся, уже какие-то идут положительные результаты. Оптовую базу проверяли и раньше. В 2013 году Контиопт, которым так гордится его учредитель Игорь Варов, гагарские налоговики оштрафовали на сумму более 10 миллионов рублей за неуплату налогов. Тогда не было предела возмущению Варова, и он даже попытался опротестовать штрафные санкции в арбитражном суде республики. И дело проиграл. Если не посвященный в историю предпринимателя Игоря Варова человек ознакомится с информационным полем, которое бизнесмен создал вокруг себя и оптовой базы Контиопт, то сделает однозначные выводы. Варов самый крупный инвестор, самый честный предприниматель, который поднимает экономику республики и делает для жителей страны много хорошего. У него было много разных предложений и идей того, как улучшить туристическую сферу, сервис и само отношение к туристам. Но в Абхазии ему почему-то мешают реализовать самые благие намерения. Новый скандал вокруг Контиопт говорит о многом. И это далеко не та радужная картина, которую учредитель долгие годы рисовал окружающим. Теперь становится понятно, по каким принципам строился этот самый успешный бизнес. И если бы не сотрудники госстандарта, история могла закончиться в лучшем случае массовыми отравлениями. О худшем и говорить не хочется. И тут абсолютно очевидно, что каждый из жителей и гостей Абхазии мог стать жертвой такого вот благополучного бизнеса, цинично построенного на здоровье и жизни людей.